Сәлеметсіздер, құрметті студенттер, тыңдаушылар, курсқа жазылғандар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз есімше. Сегодняшняя наша тема есімше. В русском языке по грамматике это причастие. Оно есть во многих языках развитых. Есімше помогает нам сделать из глагола отглагольное прилагательное, иногда даже отглагольное существительное. Образуется она несколькими формами, и каждая форма содержит в себе еще несколько фонетических вариантов. Мы не забываем о законе синхронизма в казахском языке. Бірінші хан, ген, хан, кен. Екінші атын, етін, итін, итін. Еще есть третий вариант ар, ер, рак. Но данный вариант я сегодня вас не буду им перегружать, потому что он менее употребим в казахском языке. Сегодня мы рассмотрим два варианта с различными фонетическими вариантами. В принципе, если вы хорошо усвоили сингармонизм казахского языка, а на нашем уровне это элементарным считается, то для вас не будет особой сложностью сделать отглагольное прилагательное либо отглагольное существительное. Поскольку есімше в корне слова есім, имя, именное, глагол, который может быть и глаголом, и именной частью речью, он таким является. Поэтому что мы делаем с именными частями речи, а мы их жіктейміз, септейміз, күттейміз, тәуелдейміз. Мы их спрягаем по падежам, во множественном числе мы можем просклонять, по падежам просклонять, притяжании просклонять. Все это мы можем сделать с данной формой глагола. Давайте теперь перейдем конкретно к практике. Допустим, возьмем любое упражнение с учебника. Предлагаю посмотреть на 137-ю страницу, упражнение номер 7. Бар, адам. Салон. Салон это строится, если вы помните. И көмектес, қызметкер. Қызметкер дегеніміз сотрудник, служащий. Ойна. Оставим место. Почему я оставляю место? Потому что мы запишем сюда нужное причастие. Ойна бала. Ашыл дүкен. Және көрсет. Қызметтері. Давайте теперь подумаем, поставим нужное есімше, причастие. Человек, который сделал это действие. Сделавший в русском языке будет. Здесь именно какое действие? Это бару идти, который сходил, сходивший. Или который пойдет. Бар ган адам. Если ган, то это он уже сделал это, сделавший. Он это действие уже сделал. Если атын, это который ходит или который пойдет. В данном упражнении вам нужно поставить только атын, етін, итін, итін. Салын
Дом, который построившийся дом. Но если мы скажем салн атан, и это который построится, который будет строиться или который строится вообще постоянно, всегда. Көмектес кен. Сотрудник, который помогал, помогавший, или көмектес етін, который помогает, который будет помогать. Ойнаған бала. Ребенок, который играл, игравший. Ойнайтын. Смотрите, мы чередуем. Слово заканчивается на гласном, мы начинаем с согласного. Слово твердое мы взяли не итын, мы взяли итын, твердый вариант. Ойнайтын бала, значит, ребенок, который играет всегда или который будет играть. Ашылған дүкен. Это какой магазин? Проговорите про себя, пожалуйста. Правильно, это открывшийся магазин. А если ашыл атын, это который откроется или который всегда открывается. Көрсеткен қызметтері. Қызмет – это услуга, услуги. Это чьи-то, заметьте, здесь стоит в притяжании третьего лица. То есть эти услуги кто-то предоставляет. Көрсеткен қызметтері – это те услуги, которые предоставились уже, предоставившиеся услуги. Если мы көрсететін қызметтері – это которые будут предоставляться или предоставляются вообще. Теперь в ходе практического разбора данной формы глагола мы выявляем то, что ганген, канкен употребляется к тем словам, делает прилагательное, которое уже определило, то есть уже случилось это действие, уже он это сделал, сыграл, поэтому сыгравший ребенок, который играл, игравший, а атн-етн-итн – это действие, которое еще не выполнилось, и он будет выполнять, потом мы этот предмет определим этим действием, который будет играть. Либо, если это постоянно повторяющее действие, которое он играет, ребенок, который постоянно играет. Итак, повторим с перевода. Ойнайтын бала – играющий, постоянно играющий ребенок. Ойнайтын бала – ребенок, который будет играть. Ойнаған бала – ребенок, который играл, игравший ребенок. Если вам понятна данная грамматическая тема, я предлагаю выполнить все практические задания под данной видеограмматикой. Назарларыңызға рахмет.